В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Воздушные шары, букеты цветов и первый звонок. В столичном центре образования состоялась торжественная линейка ко Дню знаний, какие напутственные слова выразил Рамзан Кадыров. Все начинается со школьного звонка. Торжественно встретила своих учеников, как все 538 школ республики и Ахматюртовская. Об атмосфере праздника в объективе наших камер. Новая образовательная программа. Результаты увидим через 3-4 года, но начало пока видно хорошее. В Грозном состоялась церемония открытия кластера строительной отрасли. Что ждет ребят, расскажет Медина Мударова. 1 сентября около 29 тысяч вчерашних дошколят стали первоклассниками. Из них 40 будут обучаться в Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова, где также провели традиционно торжественный первый звонок. Поздравить учеников прибыл Рамзан Кадыров. Какие напутственные слова звучали на линейке, расскажет Мадина Нусалчиева. Поздравить учеников Центра образования с долгожданным началом учебного года прибыл глава региона с первой леди Медни Мусаевной и соратниками. Гостям представили тех, кто в этом году впервые сядет за парты. После старшие и младшие классы исполнили гимны Российской Федерации и Чеченской Республики. Первым теплые слова напутствия детям сказал Рамзан Кадыров. حشتوش ديش دون وزد مخري يحيى وان هيقي طبعا دون خزدو قادون وداش كيجي بيش لو شاقي خزدو اقوق الولا شامبتش دون بصو ماشين خامبتش دون ساما خشوش بوجاك حبيش قي خزون دون سولات نشسن دون تقادون سين بصو ما خامبتش ساما خازاش دون خلير قنوط عشيش دولش حق دون تندي دانا دام ولا دانا هنج ومسألة دانا وين دنيا شو خرج دورهم شادري قديكنك دوزا دوش يتولق ويمخ حداش خدع دانا ياقشل حنزام دام ولا اشتياق لك ويدانا ظلم دا هكا وليلا هكا مش أتهم مش دوش دانا وز إياقيتا دان وصلت إياقيتا تدخل ونخل شاسن دل بيرشو دوش دل بيرشو يحيوش كمارشوش داكا можно сказать защитник школы защитник дана учащийся дана ошхила дана халдо сundela дамала вайдолча ишен нашхилбат وي تيشتو اشتان ويدام عوشي خزبير تعدش عوضون 9 مليون 8 مليون صو نوشي شعبير سنحبو ويشادرش سحبرت بورتو ويسحبرت بوشخر بعندش ويدولج عيش بريستوبلينيش ياز ويدولج عمل لي مشهد عاقو تدحاقي دعود شو تيستر كيجينش دان شي مشي حاقي دعون تسوي ديال حال دعوايش ياز حال رجع دعي قردستان كورتي شو ودهمش تشغل شنو ظلمش دوهين تعافرت توش قاعد يجي خزدو داخل شو دايش ويدايش دون حق ادو دون داله يعرنا لرديش داك داخريح كيتريح خاريح صودوش شي دينان ويدون دقيدوش دون شو إلسي دون داخل ريتو دون داد بصو دون شو دينان دون دوغ ملك دون لردويل شو تان شو خلع شو لا 10 مليون راس ديكي يقول دون
В своей речи министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев отметил проделанную к осени работу. 1 сентября в Чеченской Республике открылось 25 новых школ. В 76 сделан капитальный ремонт. В общем, в новом учебном году в школу пошло около 29 тысяч первоклашек. Уровень благосостояния олцинах вершазлушкаларитер ишколшка хош мелкелниша ахичи туацатуша qamtiqiychduy astana ويا مخنا ايمان حاج دالدق يا خويلز وحلغر باتش دالغازت قوبلدول يولشول تنصرخ يولشول فوندير حديشتك انزرنا وصلدو هوشر مسوا ور ماتيريال تكنيزكي باز تصلق ورصا بوكسنا ابن ويتيز كلنيك يتسز واخ اغانت بارتات احتسيوش بينغا اون بوخ بودال ديكنز بيقم بول ديريز غلعون قلير ممخدا هو اشكولاح احمد حاجيت اخيولشر هوشر بيرش سود لهوشر دوحره حلغر كلاس شي هو اشكولاح شبعيه تغيل غيت بيردو تغن هو اشكولاح دوش ديل غيت مبويزه احمد حاجي سيلاش بيركتا نيقا دعبيوش بول طول مشوق حق رغير طول بو دالا مسرنا هرديشر شو بيركتي دويتيلا ديقل دوي بيرش دينا نوي قاستن حيخر خوي تدي انا ديشر كل شرط ديريز غلون لير ممخدا حيخر خويا تير صعب شستو أول قوتين تير ترخة مسيري ترخون بركل آلة تخون هندالشة إشكولشة كيتشم بيش بينك أن بوخبل دال ديكنز دقوا أخوال حطون لاتا ويل أخر بيرشة بيركتي إرسي حيقلي قيدوال خوان دال دي بيركتي. После учащиеся 11 классов возложили цветы к обелиску памяти первого президента Чеченской Республики. Далее почетных гостей ждала концертная программа. Провела ее внучка первого национального лидера Ашура. Песню, посвященную ему, она исполнила вместе с Эсид Кадыровой. В центре активно растет и развивается российское движение детей и молодежи «Движение первых». Маленькие участники организации рассказали собравшимся о ее различных направлениях. Нет ничего прекраснее чувства, само прекрасное творить. Культуру, творчество, искусство стране и ближнему дарить. Быстрее, выше и сильнее мы побеждать во всем должны. Движение первых тем важнее, чем ты полезней для страны. Движение наше молодое, но память гордую хранит. Поспорит вряд ли кто со мной, Россия снова победит. Хорошо учиться, не баловаться и не опаздывать на уроки. О том, какими они будут учениками, в своих стишках рассказали первоклашки. Все домашние задания буду четко выполнять. На урок без опоздания буду утром прибегать. А во время перемены обещаю не шуметь, не избивать людей ни стены и не толкаться, как медведь. Хэру кадия, хэру мэра, куана газу, школя нага дика держа. Пайта шорта сахарбу. Хекали сокорму, дильду алсам дикнаш. Еже школа чахёх каеши, лаль дильдаз гылыкаш. Композиция «Прекрасная далеко» уже стала классикой подобных мероприятий. Ее исполнила ученица 2 класса Амира Залимханова. А сегодня, что для завтра сегодня? И вот долгожданная минута. Право дать первый звонок нового учебного года предоставилось ученику 11 класса Адаму Залимханову и ученикам 1 класса Хасану и Хусейну Кадыровым. Сегодня 40 первоклассников впервые переступили порог Центра образования, как ее полноправные ученики. Малыши с восторгом ожидают начала школьных будней. Я хотела в школу, потому что здесь крутое футбольное поле. А ты? Как ты в школе готовился? Я думаю,
читал книжку, буквы учил, примеры решал. Я буду получать очень много пятерок. Поздравить малышей спешат не только родители и гости, но и те, кто сами недавно также стояли с бантами и цветами в предвкушении первых уроков. Я желаю первоклассникам всего самого хорошего, чтобы они хорошо учились и добились успеха. Я бы пожелала им также терпения. Для них это что-то новое, и пускай они наслаждаются этим временем, потому что быть взрослым — это не так весело, как быть ребенком, все-таки больше ответственности, и уже ты вступаешь в новую жизнь совсем один, как взрослый человек. Ежегодно школьники Чеченской Республики обеспечиваются всеми необходимыми учебниками, трудоустраиваются десятки учителей, ведутся работы по улучшению программ изучения чеченского языка. Для кого-то это первый учебный год, а для кого-то последний. Впереди у этих ребят много дней, наполненных эмоциями, знаниями и времени, проведенным с учителями и друзьями. Мадина Салчиева, Маусар Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. Звонко и красочно встретил регион первый день знаний. Нарядные ученики с цветами для учителей – все по традиции. Впереди ребят ждут много новых знаний, открытий и друзей. Торжественная линейка состоялась в школе номер 1 имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, селение Ахмат-Юрт. Репортаж Турпал Алита Исумова. Дети вновь идут за багажом знаний. В Ахмат-Юртовской школе номер 1 имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова торжественная линейка в честь нового учебного года собрала более 80 первоклассников. Они разделены сразу на 4 класса. Поздравить их с началом учебного пути пришли официальные лица. Руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов рассказывает, что здешняя школа в разные годы выпустила много выдающихся людей, принесших пользу всему региону. Он пожелал детям больших успехов в учебе. Постарайтесь провести школьные годы с максимальной пользой для себя. Не забывайте, что вы учитесь в необычной школе. Здесь учился наш первый президент, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Эту школу окончил и наш лидер, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович. Для нас всех это стимул для достижения высоких результатов во благо нашей Родины и нашей республики. Из этих стен выпустились и многие другие выдающиеся представители нашего народа, которые внесли большой вклад в установление мира и процветания на нашей земле. Пусть они будут для вас примером. Дети исполнили красивые стихотворения, а также хоровые песни, дополняя праздничную атмосферу. Первый звонок и первый урок – это всегда приятный и волнующий момент. А ведь для выпускных классов этот день также особенный. Учебный год станет для них последним, перед шагом во взрослую жизнь. Далее собравшиеся ученики и гости торжества услышали первый звонок. По словам Зарат Садулаевой, детям должно прививаться только самое полезное, ведь они будущее всей нации. Школа не производит материальных ценностей. Результаты ее труда не исчисляются мерами длины, веса, не исчисляются в рублях. Но нет более ценной продукции, чем у школы. Это наши дети, наше будущее. И мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети были достойны нашего первого президента, и чтобы они с уверенностью, с гордостью могли сказать: «Тхуа Ахмад Хаджи Юртарду, тхуа Ахмад Хаджи Ниахду». В беседе с нами ребята показали всю решительность и настроенность перед стартом уроков. В школе вахастует дан муклятик дюшарду. Пятерок спойду ордать. Да, урок пропустить, дать. Я сегодня первоклассник. Это самый лучший праздник. В школе буду я учиться, папа будет мне гордиться. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. В этом году в школы республики пойдут около 29 тысяч первоклашек. Впереди их будут ждать годы непосильного труда. Учителя будут обучать их всему необходимому. От ребят потребуется только одно – желание учиться. Турпал Алита Исумов, Ислам Ибрагимов, Хусейн Мурдаханов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. 32 специальности, 3000 студентов, 4 организации партнеров. На базе Грозинского нефтяного технического университета открылся строительный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Медина Мударова расскажет, что ждет ребят.
32 технических специальностей, вовлеченных в проект в таком количестве, пока нет нигде в России. Центр профессионалитета – это крупнейший в России образовательно-производственный кластер. Он направлен на развитие среднего профессионального образования. Отличительная черта обучающихся по специальностям в рамках федеральной программы «Профессионалитет» – это сокращенный срок обучения. Он сокращается как раз-таки за счет плотного режима практик, которые ориентированы на производство. То есть, если раньше были просто производственные практики, это была немного такая фрагментированная история, то сегодня это уже непосредственно внедренный в учебный процесс. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра образования и науки региона Бекан Сатуев, ректор нефтяного университета Магомед Менсаев, представители колледжа и предприятий-партнеров. Мероприятие начинается с торжественного поднятия флагов Российской Федерации и Чеченской Республики. Обновленное и отремонтированное здание в этом году принимает у себя более 3000 студентов. Это один из 70 центров профессионалитета в России. В кластер входят 4 колледжа и 8 предприятий реального сектора экономики. Соглашение об открытии было подписано в 2022 году. С приветственным словом к собравшимся обратился директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин. К 2026 году кластеры профессионалитета появятся во всех субъектах Российской Федерации. Здесь, благодаря созданию учебно-производственной среды, как на предприятии, вы лучше понимаете особенности технологического процесса и получаете ту специальность и те навыки, которые востребованы на рынке труда. Ректор Грозненского государственного нефтяного университета Магомед Менсаев поздравил всех учащихся и выразил уверенность в том, что Центр сможет дать студентам все необходимые условия для обучения. Благодарю всех участников этого проекта, в первую очередь представители наших компаний, я бы так сказал, системообразующих компаний, которые образуют строительную отрасль. Ну и, в принципе, топливно-энергетический комплекс республики. У нас проект находится все-таки на стыке строительной области, строительной отрасли и топливно-энергетического комплекса. Это компания Ring Group, это Smart Building, это Чеченнефтехимпром, компания «Успех». Гостям провели экскурсию по зданию, показали подготовленные помещения, которые максимально приближены к реальным условиям работы. Созданы новые мастерские и закуплено современное оборудование. Центр не ставит целью заменить производство, а просто дает студентам возможность максимально приблизиться к реальным условиям. Это центр практического тренинга ГГНТУ от Роснефти. В проект он не входит, но студенты и, в принципе, все желающие также проходят здесь обучение. Этот участок называется ремонтно-механический, актуальный для тех, кто обучается нефтяному делу. Здесь есть различные виды станков, паровой насос, пресс, компрессор и так далее. Поскольку хорошие специалисты всегда востребованы, Центр позволит поддержать растущий интерес молодежи к обучению в колледжах и станет отправной точкой для перезагрузки системы среднего профессионального образования. Масштаб сделанного и оснащенность этих кабинетов и площадок просто поражает. Для меня, как для производственника, действительно, да, это поражает. Здесь, я думаю, просто грех будет для наших детей, значит, не постигать навыки, не выучиться на производственников, которые должны прийти завтра на смену нам. С 4 по 14 сентября в Центре будет идти трансляция занятий в режиме реального времени. Проектный офис федеральной программы будет наблюдать за процессом обучения. Для того, чтобы стать студентом, необходимо обратиться в приемную комиссию одного из 4 колледжей Грозного. Медина Мударова, Лёма Мандиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Гудеремесе после капитального ремонта открыли школу номер 1. В событии приняли участие официальные лица региона, а также командиры и начальники военных подразделений. Учреждение названо именем Мусы Темиралиева, который героически отдал свою жизнь в зоне проведения СВО. Указом президента России посмертно награжден Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. В ходе мероприятия медаль передали его родственникам. Впервые на базе Российского университета спецназа прошла торжественная церемония присяги добровольцев. Мероприятие теперь будет регулярным наравне с подписанием контракта, и проходит оно в исполнении указа президента страны, который вступил в силу 25 августа. Новобранцы дали слово защищать Россию и обязались свято соблюдать Конституцию. Клятву дали новобранцы, ранее не служившие или работавшие в военных и правоохранительных структурах. Много наблюдали. И
посмотрели то, что самая хорошая, самая такая серьезная организация именно спецназ Ахмат, который подготавливает не только молодых, но и взрослых. И вот со всех примеров выбрали именно спецназ Ахмат. Для меня значит очень много. Это защищать в первую очередь и свою страну, и свою семью в первую очередь. Всем первоклассникам Грозного раздали пособие «Лоуза Аму Ненен Мата». В общеобразовательной школе номер 3 состоялась торжественная линейка, на которой все ребята, только вступившие в школьную жизнь, получили раскраски с различными изображениями на родном языке. Проект реализован столичной мэрией совместно с педагогической мастерской Алихана Динаева и с Институтом развития чеченского языка при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы благодарны за эти позитивные изменения, которые происходят в системе образования главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, руководителю регионального общественного фонда Аймане Несиевне. Мы знаем, что каждый год при поддержке фонда обновляется материально-техническая база наших образовательных организаций. Также стоит отметить, что в этом году сегодня мэрия города Грозного совместно с педагогической мастерской Алихана Динаева, Институтом развития чеченского языка при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова проводится масштабная акция, посвященная году чеченского языка, в рамках которой сегодня каждый первоклассник на руки получит абсолютно бесплатно дополнительное пособие по изучению чеченского языка под названием «Лоуза Ама Ненен Мата». К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.